Гамбажап Цыбиков, буддист-паломник у святынь Тибета. Глава книги 6. Жизнь Лхасы. Часть 33. Раздача духовенству монет, кроме утренней, происходит по мере поступления пожертвований. Обыкновенных раздач бывает 4. Одна монета от Далай-ламы, одна монета от Банчен Иртыни, 15 числа одна монета от процентов неприкосновенного капитала одного камского купца и 24-го одна монета от Центрального правления Тибета Дебашуна. Частый жертвователь должен внести при желании раздачи по одной монете 80 ямбов или 26 666, это 2/3 местных монет, около 5333 рублей 33 копеек. Сумма пожертвований должна быть внесена в казну лавранских чадзанов, которые и берут на себя дальнейшие хлопоты, конечно, не без выгоды для себя, как установленная сумма взноса выше действительно раздаваемого количества. Расходы же на чай и кашу едва ли превышают 30-35 тысяч рублей на наши деньги. Всех денег, получаемых в обыкновенное время, одним монахом во время всего манлама бывает от 15 до 20 местных монет, то есть от 3 до 4 рублей. В дни, когда нет раздачи денег, к воротам при выходе подходят те же лица и счетчики, и вместо денег перед каждым монахом помахивают ходаком, привязанным к свертку бумаги или палки. Этим действием как бы каждому духовному подносят ходак, так как нельзя отпускать духовных без вознаграждения. К этому добавляют, что прежде, когда у людей было больше благочестия, жертвуемых денег хватало на каждый выход. Но теперь времена испортились. 3 марта. Незадолго до окончания манлама в Лхасу сзываются из своих домов по деревням гарнизон тибетского войска. Солдаты прибывают из деревень и размещаются по частным квартирам. Гарнизон этот состоит из пехоты и конницы. Обучение его производится за городом, на северной стороне его, но в городе он в полном своем составе участвует на церемонии сжигания Тукжубы, которая на этот раз происходила, как сказано выше, 24 числа этой луны. Впереди пехоты ехал военачальник Дабонни. В конце каждой сотни на лошаках какие-то лица, по-видимому, нечто вроде знаменосцев. Вооружение пехоты – это сабли, луки и щиты. На теле чешуйчатый панцирь, на голове шлем. Щиты, по-видимому, из плетеного тростника или мелкого бамбука. Впрочем, в вооружении нет единства. Некоторые имеют пики, некоторые луки, а некоторые фитильные ружья. При вступлении в город, а также при шествии церемонии пехотинцы, то и дело палят холостыми зарядами. Конные также в шлемах и панцирях, в руках у них пики, на спине фитильные ружья с рожками. На бедрах луки и колчаны с 4 стрелами. Военачальники ехали на прекрасных лошадях, в парчевых халатах, в собольях, на маньчжурский образец шапках с шариками на бокушках. Вооружение их – лук и колчан с 5 стрелами. На плечах коротенькая соболья накидка, вроде пелерины. По городу конница шла 2 рядами гуськом
на некотором расстоянии друг от друга. Между этими рядами ехали военачальники со свитой. Лошади простых воинов плоховаты и малорослые, так как все местной породы. Сегодня за городом, на участке, принадлежащем князю Алха-Лугуну, подле его усадьбы, происходил своего рода осмотр конницы. Я не застал начала, но прибыл в середине его. По одному краю площади была вырыта прямая неглубокая канавка на протяжении около 100 сажен в направлении с юго-запада на северо-восток. На восточной стороне растянута большая палатка, под которой сидели военачальники. Площадь была свободную, а края ее, ближайшие поляны, были заняты палатками более богатых зрителей, между коими располагались там и сям кружки семейств и знакомых. Расставлены были и толпы торговцев булками, лепешками, вином и вообще съестными. Тибетцы, не любящие упускать случай загородных гуляний с выпивкой и игрой в кости, прибыли сюда в большом количестве. Подле вышеупомянутой канавки, саженях в 50 друг от друга, были повешены мишени, состоящие из мягкого круга около половины аршина в диаметре. Выезжают всадники к юго-западному концу канавки по 5 человек, затем скачут по очереди, по одному. Всадник пускает лошадь в галоп. Около первого круга он снимает из-за плеч ружье и стреляет по мишени холостым зарядом. Затем, надев ружье, до следующего круга снимает лук, вынимает из колчана стрелу и пускает ее во вторую мишень. Это же самое проделывают и следующие. Несмотря на то, что в мишени приходится стрелять почти в упор, многие промахиваются, и стрелы вонзаются в землю на площади. Кроме этого, бывает много неудач. Некоторые падают с лошади, некоторые не успевают проделать второй стрельбы, некоторые вместо того, чтобы надеть ружье, роняют его за спину и тому прочее. Но лошади всегда прибегают безошибочно по канаве со свойственным тибетской породе смирением. Когда кончается упражнение одной партии в 5 человек, то она, спешившись, подходит к палатке военачальников, и все получают в подарок по 2 хадака, что ценится на наши деньги в 12 копеек. После получения подарка они делают перед начальством нечто очень похожее на дамский реверанс и уходят, размахивая руками своим лошадям, сев на коих, отъезжают, а на смену им выезжает следующая 5 всадников. Это длится до самого вечера, и мне не удалось дождаться конца, так как нужно было ехать домой в город. Весь гарнизон, созванный в Лхасу, доходил до 500 человек, 3 сотни пехоты и 2 сотни конницы. 26 марта, а по местному 19 числа 2-й луны, происходит 2-й съезд монахов Сен-Брагесума для чтения так называемого Малого Манлама или Сокчот-Маглама. Первый большой манлам читается ради долгоденствия и благополучия маньчжурского императора, а малый в тех же видах для Далай-ламы. Разница между ними, во-первых, в числе дней чтения. Первый длится 20 дней, а тут 10 дней. Во-вторых, на первый должны собираться все монахи без исключения, на второй же могут не являться те, кто внесет 1/3 монеты в Брайбуне и 2/3 в других монастырях в пользу сокченских шамо.
В остальном происходит почти буквально повторение Большого Манлама, но в соответствии меньших размеров. 30 марта я впервые увидел того человека, который вскоре должен быть изгнан в виде человеческой жертвы за долголетствие Далай-ламы. Это мирянин, довольно хорошо одетый. Говорят, что он служил писцем в канцелярии духовных дел Икцан при Далай-ламе. Он обходил лавки торговцев и собирал милостыню, или, скорее, подати с торговцев. Каждый торговец должен дать полмонеты или вещь этой стоимости. Помимо этих обязательных подачек, к нему стекается немало и доброхотных деяний, так как верят, что он примет на себя и грехи подающего. Он ходит с пушистым черным яковым хвостом, который он имеет при себе и при церемонии изгнания. Сопровождает его прислужник, которому он передает получаемые вещи. 4 апреля, по местному 28 числа второй луны, за неимением завтрашнего 29 числа происходила церемония изгнания вышеупомянутого человека Лугон, то есть высший выкуп или выкуп за спасителя Далай-ламу. Церемонию эту совершает духовенство монастыря Джан-Чуплина, основанного, как говорят, 5-м Далай-ламой и принадлежащего старой секте Нинма в сообществе с галданским наместником. Задолго до начала церемонии народ стоял непроницаемой толпой перед главными воротами Джу, где происходит начало церемонии, и им же были заняты крыши соседних домов. Я поднялся на крышу одного из домов, составляющих главный двор. Чтение Курима, то есть заклинаний, происходило внутри двора, и зрелище для публики открывается лишь с того момента, как за ворота выходят галданские серти в сопровождении духовных вышеназванного монастыря. Сюда же выходит и Лугон в одежде из белой козьей шкуры, надетой шерстью наружу. Половина лица у него вымазана белой краской, а другая половина черной. Он держит свой неотлучный черный яковый хвост. На голове рот шлема. Здесь между голландским серти и Лугоном происходит как бы спор, кому из них быть изгнанным. Наконец они соглашаются метать жребий посредством кубиков с очками. У галданского серти небольшой кубик со многими очками на каждой стороне, а у Лугона большой, грубо сделанный, у которого для каждой из 6 сторон по одному очку. Метание происходит трижды, так как Лугон не соглашается уступить после первых неудач. После 3-го раза Лугон в досаде топчет кубик и обращается в бегство на западную или, точнее, юго-западную сторону. В это время выносят на одной подставке сор, а на другой изображение Далай-ламы в фут вышиною в полном духовном облачении. После окончания пляски начинается процессия вслед за Лугоном. Впереди несут сор и изображение Далай-ламы. За ним следует ламы Джан-Чуплина в числе около 20 человек. В некотором отдалении сзади них духовенство Джудмат со своим лама-унзадом во главе выносит сор. За ними идет галданский наместник. Вслед за наместником, вследствие отсутствия в настоящее время прорицателя Найчун Шайджона,
несли только полное его облачение и изображение Чоджона в сопровождении всей той свиты, какая полагается при жизни прорицателя, который умер от оспы, свирепствовавшей в Центральном Тибете в 1900 году. Впереди каждой из перечисленных групп шел один из высших членов администрации Манлама. Так, перед ламами монастыря Джанчублина шествовал младший Шабдегма, перед Дацаном Джут старший Шабдегма, перед наместником старший Шамо, перед Найчуном младший Шамо. Геики и табьоки поддержали порядок среди зрителей. Солдаты шли по краям улицы и часто стреляли холостыми зарядами из своих фитильных ружей. Сжигание ссоров происходит перед домом Амбаня. Лу Гон, как говорили мне, добегает до реки Уй и там, переодевшись и вымывшись, садится на приготовленную лодку, на которой уплывает в монастырь Самья. Там он делает пожертвование духовным и заказывает молебен уже за свою жизнь, так как он, продав себя за искупление жизни Далай-ламы от нечистых духов, понятно, этим самым подвергается опасности быть физически взятым всеми последними, то есть умереть. Церемония началась в половине первого и кончилась в 3 часа пополудню. Конец 33 части.